Ütüekehenden күндү чебдик турук суртатчылара онна биги бүгүнгү ылчыппыт Лидия. Бүгүнгү ыджытым нучалы кепсетек каден көрдөспүтэ олихин бүгүнгү кепсетибит нучалы болуга хэ. Сегодня мы поговорим немножко другая тема, да, о хлебе. Но прежде тем, как начать, я хочу поздравить всех слушающих и также тех, кто будет в записи с сегодняшним Днем Победы. Хлеб, как-то мне сначала было трудно говорить как-то о хлебе, но в ум приходила тема блокадного хлеба, да, вот такие тяжелые времена хлеб спасал всегда. Но мы поговорим немножко с другой стороны. Тема нашего канала ресурсное состояние, что на якутском языке чебдик турук, поэтому мы поговорим о пользе хлеба. Но если что будет, вы, наверное, знаете, если мы откажемся от хлеба, то у нас будет недостаток группы витамина В, что скажется на наших волосах, на ногтях, они станут ломкими, могут быть мышечные судороги из-за нехватки магния, да? Но белый хлеб, говорят, он мало полезен, но еще если на дрожжах. И вот когда мы пьем очищающую программу Гельмастоп, Target Detox, да, то рекомендуется исключить из рациона хлеб на дрожжах. Поэтому я пригласила сегодня Лидию Федорову, народного мастера. Она известна по всей, не только в Якутии, но и за пределами Якутии. Да? Лидия имеет свой сайт, который обучает шитью и кройке. Она автор бренда Лидия Стиль. Также Лидия является отличником бытового обслуживания населения. И Лидия очень талантливый человек. За все, что она берется, просто, как сказать, спорится у нее. И я в последнее время заметила, как Лидия печет хлеб на закваске. Поэтому я очень заинтересовалась и попросила Лидию рассказать нам, где Лидия. Лидию я потеряла, нашу гостью, видимо, у нее с интернетом. А вот девушки Мария, Валентина, хорошо слышно меня, да? Игилек, да? Вы можете поднять руку. Угу, хорошо. Отлично. И попросила Лидию рассказать. Она занимается этим выпечкой хлеба на закваске, что означает без дрожжей. Да? Если что будет, если мы будем потреблять хлеб на дрожжах, а также вот это хлеб на сыворотке, они плохо сказываются на состоянии желудочно-кишечного тракта. Да? Мы все это прекрасно знаем. И Лидия... Пока мы подождем нашу гостью. Может быть, у нее с интернетом что-то случилось. Так, я просто как вступительное слово рассказала немножко. Вот когда мы пьем очищающую программу с курсом 50 дней, да, вот рекомендую, как ты сказал, рекомендуем отказаться от дрожжевых изделий, хлебобулочных изделий, но многих это напрягает.
Поэтому есть такая прекрасная альтернатива — хлеб на закваске, о котором сегодня нам расскажет Лидия. Сейчас я позвоню. Ой. Добрый вечер, Елена, Эвелина, Мария, Валентина. Добрый вечер, Любовь. Так, Эвелина поднимает руку. Она что-то хочет сказать. Может, Эвелина, можете говорить? Я сегодня говорю на русском языке, потому что наша гостья попросила провести эфир на русском языке. Наша Алло, гостья. Алло, здравствуйте. здравствуйте, Запись сохраняется, да? Да, сохраняется. Я уже А, поставила на хорошо, запись, но хорошо. я потеряла нашу гостью. Может, у нее с интернетом что-то случилось? У нас бывает так сбои интернета. В прошлый раз тоже у нас было. Я отключилась, но, слава богу, моя гостья не растерялась, и она продолжала рассказывать. Ну что ж, подождем немножко, да? Мария поднимает руку. Видимо, что-то с интернетом у Лидии. Но я представлю вам Лидию. Но я уже представила в записи, не буду повторяться. И я подготовила несколько вопросов Лидии. Подождем. А если минут через, ну скажем, минут через 5, если не восстановится, может, перенесем встречу на 19:30. Может, свет отключили. Не знаю, что случилось. Лидии нет на это. На WhatsApp тоже ее нету. Не отвечает.
Ой, Тебя Олди, сейчас видимо, что-то с интернетом, да, потеряла. Ну что, начнем тогда, да? это быстренько начнем, да, пока Ага, Вяси давайте. пары. Лидия, я хочу Так. спросить, почему и с какой цели вот заинтересовались выпечкой хлеба на закваске, да? И когда вы Мгм. это начали, и кроме хлеба вы еще что-то печете? Я, ну вот, иногда смотрю статусы, и Мгм. там такие красивые изделия, печенюшки вообще как с модных журналов. Вообще супер. Ага, всем добрый день или вечер. Я Всех поздравляю каплю с свое. праздником. Мгм. Мгм. Всех Мгм. поздравляю с праздником, великим праздником Победы. И хочу ответить на вопрос, с чего я начала и зачем я начала печь хлеб на закваске. Мгм. Я давно, уже 3 года назад, впервые попробовала заняться закваской, вывести закваску с нуля, но я думала, что в тот момент никаких курсов не было еще тогда, 3 года назад, да, какой прогресс уже через 3 года. Очень много курсов появилось в интернете. И 3 года тому назад я думала, что у меня закваска получилась, и делала первый хлеб, который получился каменный. Ну, у меня не получилось. Потом я забросила это дело, и через 3 года, вот недавно уже, в январе, по-моему, я увидела, в "Инстаграме", как, Катя Лугинова, делает закваску и печет, красивущие хлеба, и рассказывает, взахлёб рассказывает, как и зачем надо есть, и зачем это все нужно для человека. И, конечно, это все меня как бы вдохновило, потому что хлеб, на закваске очень полезен. Его не только, надо есть, да, его нужно есть, потому что, в закваске очень много полезных веществ, микроэлементов, витаминов и пробиотиков, пребиотиков, которые очень полезны для нашего организма. И вы все знаете, что хлеб на дрожжах, да, которым мы питаемся уже всю жизнь, да, с малых лет, прямо ребенка с нескольких месяцев, да, с года начинают кормить хлебом. Это очень вредная еда. Если интересно, можете почитать в интернете. Дрожжи– это грибок, который не умирает при выпечке. Он умирает, погибает только при 450 градусах, да, а мы печем хлеб на 200-250 градусов, поэтому грибок остается активным, попадая в наш организм вместе с хлебом или мучными изделиями, да, он, попадая в кишечник, разрушает, уничтожает все наши бактерии полезные, которые работают в кишечнике. Из-за кишечника, вы знаете, все проблемы со здоровьем. Поэтому мы должны уже перестать есть хлеб на дрожжах и переходить на хлеб на закваске. Так, что такое закваска? Да, закваска– это симбиоз или смесь, можно сказать, да, полезных бактерий, лактобактерий, полезных витаминов, полезных минералов. Закваска– это состав закваски входит вода и мука всего. И больше ничего другой химии там нету. Вот в процессе долгого брожения, долгой ферментации, когда закваска наша бродит, да, пузыриться начинает, появляются кисломолочные бактерии, которые очень полезны для нашего ЖКТ. И появляются такие минералы, как калий, магний, фосфор, цинк, железо и витамины группы В,
А, С, и эти витамины откуда появляются, это витамины и минералы, которые уже были заложены в пшенице, когда она росла. Вот, и в процессе долгой ферментации все эти полезные вещества раскрываются, они не успевают раскрываться, когда мы ставим тесто на дрожжах, потому что хлеб поднимается всего за 1,5-2 часа, да, вот, а то и за 3. Ой. Связь есть у девушки? У кого? Вот только у меня пропала, да? Или у всех есть? Правильно. Бар, да? Хорошо тогда. Лидия? Ага, опять я пропала, где? Да, да. Да. Что-то со связью. Простите, пожалуйста, за мой плохой интернет. Дальше рассказываю, да? И гликемический индекс хлеба, который мы делаем на закваске, он низкий. Поэтому, питаясь таким хлебом, мы не полнеем. Ну, конечно, если питаться в разумном количестве, да, если есть хлеб этот и всякую выпечку на дрожжах, на закваске в умеренном количестве, если мы потребляем, то мы не полнеем. Далее, я уже сказала, что хлеб на закваске, не только хлеб, я потом расскажу, что еще можно делать из закваски. Я уже говорила, что он очень полезен для ЖКТ, для нашего желудочно-кишечного тракта, для диабетиков очень полезная еда, потому что при процессе медленного переваривания замедляется скачок сахара в крови. Вот у кого диабетики, да, есть в семье, то обязательно надо переходить на хлеб на закваске. Дальше. Для сердечно-сосудистой системы очень полезная. Предотвращает появление раковых, опухолевых образований. Так, и еще исчезает аллергия, да, повышается иммунитет от того, что мы едим хлеб, потому что там много очень лактобактерий и бифидобактерий. Дальше. Поэтому исчезают у подростков прыщи, там, у детей аллергия исчезает, появляется иммунитет, ребенок становится более здоровый, да, не часто болеющий. Если у вас есть в семье человек преклонного возраста, у нас у всех уже с детских лет ЖКТ, с уверенностью сейчас не скажет, что у него ЖКТ работает как часы. Вот, питаясь этим хлебом, мы как-то помогаем своему организму с разными болезнями, с разными негативными воздействиями, да, окружающей среды. И еще, что я хотела сказать про... Так, гастрит, язва желудка, об этом уже напрямую идет речь, потому что хлеб на наказание, где? Так,
Дальше. Почему этот хлеб так полезен? Смотрите, если вы покупаете в магазине хлеб на дрожжах, и вы замечаете, наверное, да, каждый замечает, что хлеб черствеет и плесневеет уже на третьи сутки. Да. Это почему так делается? Потому что вся мука, которая к нам приходит, там кишит миллионы бактерий, патогенных бактерий, это значит плохих бактерий, и при быстром брожении, да, на дрожжах не успевает, а, патогенные бактерии не успевают погибнуть, потому что при быстром брожении бактерии там остаются. А при долгой ферментации на закваске, да, учтите, что хлеб на закваске мы не можем сделать за 2 часа, как на дрожжах. Поэтому долгая ферментация называется. При долгой ферментации патогенные бактерии уничтожаются этими хорошими бактериями, молочнокислыми, да, лактобактериями, бифидобактериями, уничтожаются, преобразуются в хорошие бактерии. Вот. И поступая в наш организм, я уже сказала, да, какие хорошие действия делают. И поэтому хлеб на закваске не черствеет так быстро и не плесневеет. И на вкус он очень-очень вкусный, влажный, не такой сухой, как магазинный. Ну, вкусовые качества — это что-то с чем-то несравнимое. А в детстве, да, наверное, многие помнят, как мы ели хлеб деревенский, испеченный на печке, даже говорили, он бывает намного влажнее и хрустящая корочка такая вкусная. Вот. Поэтому рекомендую готовить хлеб на закваске, даже если у кого не мужья, да, охотники, нам обязательно надо им испечь вот эти хлеба, чтобы они взяли с собой, потому что магазинный хлеб быстро портится. И бедные мужчины приходится им каждый раз, да, приезжать за хлебом. Вот такое бывает. Так, на закваске что мы готовим? Не просто хлеб. Ну, хлеб — это классика, да? А из дрожжей мы что печем? Все, что угодно, да? И точно так же на закваске мы печем все, что угодно. Это и пиццы, и пироги, и булочки, и всякие разные французские, итальянские хлебушки, печенюшки, вафли, венские вафли, якутские вафли, блины и панкейки. Ну, все что угодно, все, что мы делаем из дрожжевого теста, то же самое мы печем из теста на закваске. Мгм. Лидия, я хочу спросить у вас, вы сами наблюдаете какие-нибудь улучшения в плане здоровья у себя и у своих членов семьи? Да, не думайте, что съев один раз хлеб на закваске, у вас все там преобразуется в лучшую сторону, да, в организме. Это надо стабильно есть, постоянно есть этот хлеб в умеренном количестве, я сказала, чтобы не набрать, да, лишних килограммов. И после месяца потребления этого хлеба я такие изменения почувствовала. Сыпь уходит, аллергия уходит. У меня постоянно были прыщи вот здесь, везде по лицу, они исчезли. Желудочно-кишечный тракт хорошо работает. Я давно забыла, как болит желудок, да, когда переедаешь. А, Вздутие живота нету. И энергия появляется, и появляется постоянное хорошее настроение.
И от того, что у тебя хлеб получается, да, и от того, что хлеб получается, когда вынимаешь хлеб из духовки, вот такое настроение, это вообще несравнимое ни с чем настроение у женщины, у хозяюшки появляется, вот. Так, и хлеб И наш вместо БАДа. Да, я там говорила, у нас очень много микроэлементов и витаминов образуется. И кроме того, когда мы пьем дополнительные БАДы, да, вот, например, наш Глориан, да, когда мы пьем разные БАДы, потребление этого хлеба м, в разы увеличивает всасываемость этих БАДов, витаминов и минералов, которые мы дополнительно пьем. как Так что хорошо. очень хороший эффект. Мгм. И вот во время чистки организма, например, рекомендуется исключить сладкое, мучные изделия, да, но мы уже мучное уже не будем исключать, как я поняла, и Мгм. сахар обязательно, но чтобы лишить этих бактерий такой среды, поэтому сахар вообще, Мгм. и поэтому в эти изделия сахар добавляется или нет, и как Так, без в сахара составе хлеба присутствует только вода, мука и соль. и все. И все. Мгм. Сахар можете вообще не добавлять, можете по вкусу добавить немного сахара, когда вы делаете там панкейки, кексики, да, и бисквитики. Мгм. Но в основном сахар не очень применяется. И, Мгм. кстати, я заметила, что тяга к сладкому вообще исчезла. Я вообще не ем теперь конфет разных и сладких выпечек. Мгм. Например, печенье, да, уже не хочется есть сладкое. Мгм. И еще один. Какую муку используете? Ага, про Наверное, от муку. муки тоже зависит. Сейчас мука в магазинах, вы заметили, да, всегда только высший сорт продается. Да. Это потому, что все люди думают, что если сорт высший, да, мука высшего сорта, так это самый лучший сорт и самая лучшая мука, думаем. Ну, мы так же думаем же, да? Оказывается, мука высшего сорта самая-самая, что ни на есть, вредная мука. Мгм. Потому что она рафинированная. Рафинированная это что она проходит много этапов чистки, да, всю шелуху, э, как клетчатку всю счищают и оставляют только вот мякоть, да. Мгм. А мука первого сорта у нас вообще нету, не продается. Желательно муку первого сорта использовать, если белый хлеб, да, и желательно муку ржаную. И сейчас в магазинах появляются очень хорошо, что появляется мука, разная мука. Это гречишная, гречневая мука, рисовая мука, кукурузная, овсяная, там еще льняная, всякая мука есть, продается. Их можно добавить в общую массу. Например, не стопроцентная, да, мука, например, гречневая, из стопроцентной гречневой муки ничего хорошего все равно не получится. Мы как бы добавляем его только 10% от общей массы муки. Мгм. Поэтому немножечко как добавочку. И еще один вопрос я хочу задать по ходу разговора. Вот я пробовала испечь хлеб из ржаной муки. Она такая коричневая, темная, да? И хлеб получился таким с пригорклым вкусом. И вот этот вкус как-нибудь изменить надо, да? Ой, чем-то Изменить какой-то. можно, да. Ага, Ржаная мука, она сама кислая. ага, А, Это мука сама такая. Вот. мгм, Но при долгом брожении кислость все равно остается, но желательно не допустить перекисления, когда мы готовим на закваске.
и ржаной муки как-то чуть-чуть посложнее, чем готовить хлеб из пшеничной муки. Ну, все равно ржаной хлеб на любителя, но он более полезен, чем пшеничный. Лидия, вот со всеми этими секретами, как ставить закваску и как ухаживать за этой закваской, вы рассказываете в своем онлайн-курсе. Угу. О этом курсе тоже расскажите немножко. Кстати, он завтра стартует, да? Да, у меня стартует завтра онлайн-курс по Опять интернет. У кого слышно? Валентина, Эвелина. У вас есть связь? Лидию тоже выбила. Микрофон Валентины, Эвелины я включила. Можете говорить. Может, у вас вопрос будет? Есть. Связь, да. Угу. Кто это говорит? Валентина, да? Говорите. Лидия подключилась. Ага. Опять Лидия. Прошу прощения, конечно. Но сейчас в интернете можно найти бесплатные всякие способы, да, введения закваски с нуля. Но, как вы знаете, в интернете не очень полная информация всегда бывает. И поэтому у нас не только выведение закваски, но и после выведения уже выпечка хлеба. Там не просто взял и смешал ингредиенты и положил в духовку, да, чуть более надо с ней повозиться немножечко, но это занимает не очень много времени. Вот, поэтому лучше делать все это на курсе под чутким руководством эксперта, да, а, когда надо уже задавать вопросы, чтобы получить конкретные ответы, да, очень хорошие курсы сейчас есть, и поэтому я завтра стартую новый курс по выведению закваски с нуля. И потом уже, когда мы выведем закваску хорошую, мы будем печь хлеб. Не только хлеб, а там будут еще много разных выпечек. Ага. Вот теперь то, что нам нужно для закваски выведения, это вода и ржаная мука в начале. Потому что ржаная мука, она быстрее бродит, начинает бродить, чем пшеничная. Она не капризная, она очень хорошо поднимается, и уже на последних днях мы переведем ее на пшеничную. Вот. Закваску мы выводим 10 дней. Все удивляются, почему так много дней, да, потому что долго бродит, и должны там у нас родиться хорошие бактерии. За 1-2 дня оно не успевает созревать, поэтому 10 дней мы выводим закваску. Раз 10 дней вывели, закваску мы сделали, и все, эта закваска остается у нас навсегда. Закваска – это живой организм, поэтому за ним нужен постоянный уход, да, мы должны его кормить, чтобы он давал нам хлеб. Ну, многие не понимают и спрашивают, 10 дней, за 10 дней можно сдохнуть с голоду, да? Просто за 10 дней мы просто выводим, потом уже каждый день можем печь хлеб. Это просто начальная стадия. И каждый раз не надо выводить его 10 дней.
каждый раз перед тем, как печь хлеб. Поэтому 10 дней нам достаточно, чтобы сделать закваску на пожизненное использование. Все-таки требует терпения, да? И Ну, главное тут желание, не особо терпение, да, главное, чтобы желание было, чтобы кормить свою семью, своих детей, своих родителей, бабушек, дедушек и себя, и любимую, и там мужа, да, чтобы накормить хорошей качественно. полезной едой, Мгм, которая мгм. полезна для здоровья, особенно для детишек наших подрастающих. Да. Все, да? Или еще Мгм. может, у слушателей есть какие-нибудь вопросы? Задавайте. Валентина, Эвелина. Некоторые девушки отключились. Мгм. Из-за связи, конечно, я бы тоже отключилась. Но рассказ очень интересный, я очень много узнала. Ну, про закваску можно еще долго рассказывать, да, ну, как-то Ну, это, времени мало. мгм, Поэтому сам курс стоит 1000 рублей. мгм, А, Это не очень дорого, да, это инвестиция в свое здоровье. Потом мгм, вы будете выводить закваску, у вас все получится, и вы будете пропагандировать, рассказывать своим родным и близким, своим подругам и друзьям, чтобы они тоже переходили на хлеб, здоровый мгм, хлеб. Кстати, можно продавать закваску 200 грамм за 500 рублей. Почему продаем? Потому что человек, если покупает, он более дорожит, да, этим. А если мы будем бесплатно раздавать туда-сюда, налево-направо, человек просто не сохранит эту закваску и просто так отложит, и закваска умрет. Закваска умирает, кстати, если не кормить его. мгм. Мгм. Поэтому эту 1000 рублей вы за один день можете себе окупить, да, продавая свою закваску своим знакомым, своим коллегам. Пусть покупают, пусть делают, потому что это тоже инвестиция в их здоровье будет. И Да. дальше будете показывать, как все это делать, и рассказывать, как полезен хлеб, какой он вкусный. Вкус хлеба на закваске ни с чем не сравнимый вкус, девочки. Мгм. Очень вкусный. И мужья ваши оценят. Первые оценщики – это мужья. Да, я хочу еще Мгм. добавить, что вот когда проходим очищающую программу, этот курс длится 50 дней, и если говоришь кому-нибудь, да, особенно мужчины, 50 дней отказаться от хлеба, это для них какая-то каторга вообще. Я это Да, много раз человек слышала, детям. Мгм. потребляет хлеб при каждом, да, при каждой Мгм. еде. Ему отказаться невозможно. Да. Лучше он забьет на очистку организма, чем от хлеба. Мгм. Да, вот такое именно, поэтому это очень а, з- вот отличная альтернатива вот Мгм. магазинскому, даже не альтернатива, а вот просто заменить на здоровый хлеб, и никаких проблем с очисткой организма. И никаких Мгм. этих серьезных изменений в рационе не будет. Ну, заменить Да. мясо на полупостное можно же, а вот просто исключить хлеб дрожжевой, это сложно. Я это знаю уже много лет. Из-за этого люди отказывались пройти очищающую программу. А, Мгм. Если на этом все, то я благодарю всех, особенно Лидию, за то, что согласилась на встречу и за столь интересный рассказ. И благодарю слушателей за то, что уделили время в этот праздничный вечер. Наверное, уже а, Мгм. праздничный у кого-то будет, да, или уже заканчивается, может быть. Но благодарю за то, что были на этой встрече всех. Мгм. И Спасибо за внимание. да, Спасибо. на этом заканчиваем. Мгм. И будьте здоровы, тептик труптах полых. Живите вкусно и здорово. Да. Всё.